Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Гость нашей программы сегодня – министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. Максим Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем в основном про газ. Замечательно. Тема острая. Правительство России утвердило план реализации энергетической стратегии на 15 лет, и одно из актуальных направлений – это увеличение производства сжиженного природного газа в стране. Скажите, как планируется нарастить производство сжиженного природного газа у нас в регионе, и какие преимущества это дает, естественно, в первую очередь населению и экономике республики? Начну с того, что действительно мы планируем нарастить производство, потому что в отличие от многих регионов Дальнего Востока, да и в принципе по Российской Федерации, у нас уже есть свое производство СПГ, сжиженного природного газа. Следующий этап, который мы сегодня ведем, это расширение этого производства. Буквально сегодня обсуждали с руководством Агентства привлечения инвестиций и поддержки экспорта республики о новых подходах, улучшения программы развития этого предприятия, привлечения инвесторов, соответственно. Но мы ведем работу и с другими потенциальными производителями, инвесторами. В частности, сейчас уже компанией «Сахатростнефтегаз» заказан проект технико-экономического обоснования. Ждем его в этом году. И будет в планах у нас строительство двух очередей. Первая очередь 12,5 тысяч тонн и, соответственно, по итогам второй очереди 25 тысяч тонн СПГ. Рассчитываем на реализацию проектов, с которыми, соответственно, с инициаторами ведем работу. Это «Атомэнергомаш», серьезная значимая компания, которая обладает соответствующими технологиями, компетенциями. У них тоже в две очереди планируется реализация проекта. И надеюсь, что консультации, которые сегодня ведет компания ЕТЭК по развитию своего производства, что есть такая история как бы глобальная. Это якутский СПГ, мы понимаем, это магистральный газопровод, строительство завода в Хабаровском крае, там с планами на экспорт. А есть история, связанная с развитием производства СПГ в Якутии. Так вот, мы рассчитываем, что по итогам их консультаций, экономической оценки, мы тоже получим производство СПГ. Вот ориентир идет по поселку Кысылсыр. Мощность, соответственно, это тоже малотоннажное производство. И вы спросили ключевой вопрос, а выгода и зачем это нужно жителям. Это нужно, потому что сегодня топливо заводится из-за пределов республики, соответственно, вопрос, зачем он снимается, когда любой из жителей, у которого есть транспорт, нету транспорта, подходит или проезжает мимо заправочной станции и видит те цены, которые у нас на сегодня есть, да, то есть от 50 рублей и выше. Соответственно, свое производство топлива, еще раз, СПГ может использоваться как в качестве топлива, это, соответственно, расширение количества игроков на нашем рынке, появление топлива, которое стоит дешевле, чем стандартное, традиционное, значит, выиграют от этого все. В первую очередь жители, дальше предприниматели, предприятия, сельское хозяйство, муниципальные органы власти и так далее, и так далее. Плюс, очевидно, для всех. Я думаю, да. Я еще о вопросах экологии не сказал, это тоже большой фронт. Вот вы упомянули о своей работе с инвесторами. Не секрет, что инвестиционные проекты открывают широкие перспективы для развития все-таки газовой отрасли и дальнейшей газификации населенных пунктов. Скажите, есть ли у нас в Якутии программы, которые поддерживают производителей СПГ и его потребителей? Ключевая поддержка производителей СПГ – это обеспечение рынка сбыта продукции. Я напомню, что в начале этого года было послание главы республики Арсения Сергеевича Николаева, в котором несколько пунктов как раз были обозначены в развитии темы газификации и газомоторного топлива. Одна из них в итоге сегодня находит отражение – это газификация пилотного поселения Качекацы, село Качекацы, газификация котельных. Соответственно, в этом году должна быть разработана проектно-сметная документация. Далее, в следующем году, это вопрос перевода котельной как раз на сжиженный природный газ. И, соответственно, дальнейший переход населения на индивидуальное газовое отопление. Я в отпуск как раз, когда по осени ездил, специально проехал через этот поселок, тоже посмотрели, как это все возможно реализовать. Действительно, либо заготовка дров, либо уголь – это существенные затраты для каждого жителя села. Это только одно из направлений. Следующее. У нас на сегодня в правительстве уже на завершающей стадии согласования
Проект, ну, можно сказать, программа развития сжиженного природного газа до 2030 года. Мы отработали вместе с Министерством ЖКХ и энергетики, с ГУП ЖКХ, с муниципалитетами, соответственно, с другими органами власти, как раз где можно реализовать тему альтернативной газификации. То есть где сегодня магистральный газопровод либо не пришел, либо стоит значительных средств. Ну, к примеру, вот в Качекаце, чтобы довести магистральный газопровод, из бюджета надо найти 1 300 000 000. Ну, вот, чтобы все понимали, что это такое. Соответственно, если мы уходим, мы строим так называемый виртуальный газопровод в виде доставки, да, вот именно газовозами, мы получаем совсем другую экономику, которая положительно скажется и на кошельке наших жителей. И, ну, еще раз отмечу, да, экономики предприятий. Поэтому, в первую очередь, это программа сбыта, то есть эта программа, она подтвердит наши подходы. Второе, сегодня проходило как раз совещание по привлечению в правительстве проводилось, мы отдельно собирались с агентством привлечения инвестиций по привлечению частных средств в газификацию в отрасли. Это тоже, ну, есть различные механизмы сегодня, одни из них это энергосервисные, например, контракты. Мы видим возможности, которые сегодня, это по развитию газотранспортной инфраструктуры, то есть когда, например, ну, в прошлом году были приняты хорошие льготы, например, одна из них обнуление регионального налога на имущество для заправочных станций, которые заправляют газом. Продолжается, ну, соответственно, это поддержка потребителей этого газа, 50% скидка на транспортный налог для техники на газобаллонном оборудовании. Муниципалитеты сегодня определяют конкретные участки, где могут строиться эти газозаправочные льготы для производителей и многое другое. То есть подходим комплексно. Я рассчитываю, вот и последние мероприятия на различных форумах, где обсуждается, что инвесторы действительно услышат и поймут, как выгодно вкладывать средства в республику. Вот, продолжая тему газификации населенных пунктов, скажите, какие еще шаги предпринимает республика в этом направлении, в частности для вот удаленных от магистральных газопроводов районов? Вот вы упомянули виртуальный газопровод в виде доставки газа или еще какие-то шаги будут сделаны? Ну, это ключевое на самом деле. Если удален от магистрального газопровода, то рассматриваются, ну, другие источники энергии, да, ну, соответственно, вот Министерство ЖКХ и энергетики у нас прорабатывает либо вопросы модернизации котельных, развития, либо, ну, другие виды топлива. Мы с ними отработали по теме СПГ, но напомню, что у нас в республике есть также свое производство пропан-бутана, то есть сжиженного углеводородного газа. И такой вариант мы тоже сегодня изучаем, рассматриваем. Напомню, что если, ну вот, к примеру, был у нас выезд с председателем правительства в Ленский район, с Андреем Владимировичем Тарасенко, тоже дано соответствующее поручение по развитию возможности использования баллонов, ну, с пропан-бутанов, как раньше это было развито, но сегодня где-то используется, но посмотреть возможность расширения тоже рынков сбыта. То есть, ну, сегодня население вынуждено на приготовление пищи те же дрова, например, заготавливать, ну, это значительные затраты, и к тому же, учитывая, что постепенно участки, где население могло рубить лес в определенных, например, поселках, они отодвигаются все дальше, значит, лес становится, дрова все дороже, то использование баллонов с пропан-бутанов, ну, затраты тоже могут снизить, ну, и к современному виду привести многие тоже хозяйства. Поэтому, в принципе, это вот ключевая история, альтернативная газификация, так называемая, использование либо СПГ, либо пропан-бутана. Вот, насколько я знаю, недавно вы посетили Татарстан. Это регион, который на сегодня является примером успешного развития рынка газомоторного топлива. Есть ли какие-то совместные проекты, которые намерены развивать в этой сфере, ну и в целом о поездке? Да, отмечу, поездка у меня была связана именно как раз со встречей с инвесторами в развитии газозаправочной инфраструктуры, сервисных центров. И, соответственно, мы отрабатывали с Министерством промышленности и торговли Татарстана о том, каких бы новых потенциальных инвесторов их регион мог бы привлечь в наш регион. Поэтому встреча, ну, и время первой части поездки была посвящена как раз встрече с этими инвесторами, посещение сервисных центров, показать им возможности, что их можно точно так же организовывать у нас в республике. В чем разница? Ну, многие, наверное, у нас просто привыкли и думают, что так должно быть, что, ну, просто гаражные боксы, где можно приехать, машину, кто как там. И не только перевод на газобаллонное оборудование, и это может быть просто обслуживание автомобиля. Но на самом деле нормально, когда приезжаешь, понятный сервисный центр, который имеет понятную аккредитацию, где работают специалисты со соответствующим образованием, где
получаешь качественные услуги, соответственно, оборот, который через них проходит, позволяет эти услуги делать более доступными. И я думаю, что приход таких инвесторов в нашу республику, ну, многие бы только поддержали. Следующая история была, мы показали планы по развитию газозаправочной инфраструктуры. Это заправки на метане, на сжиженном природном газе, на сжиженном углеводородном газе. И еще раз хотел бы отметить, что наши планы были разработаны не просто нарисовать на бумаге. Мы пригласили и провели хорошее мероприятие с главными инженерами предприятий, которые имеют уже опыт либо производства, либо эксплуатации, ну, например, техники на газобаллонном оборудовании. Мы провели автопробег, чтобы убедиться, что те точки, которые, напомню, крупнейшие по маршруту в России, если не в мире, более 10 тысяч километров от Питера до сначала Мирный, потом Якутск. У нас была южная ветка из Иенгры тоже до Якутска, поэтому мы понимаем эти точки, где должны находиться заправочные станции на газе. Поэтому рассчитываем, что, возможно, и в газозаправочную инфраструктуру придут инвесторы. Помимо этого, я сказал уже о заводах по производству СПГ, соответственно, могут поставщики из Татарстана принять и здесь участие. И немаловажная история, большой ассортимент техники, будь то дорожная техника, техника для коммунального хозяйства, либо пассажирский транспорт и даже легковой. Многое техника на газобаллонном оборудовании производится в этом регионе. Соответственно, если организовать здесь поставки, вот все условия для сервисного центра. Ну вот, кстати говоря, об автопробеге, я знаю, что планируется уже следующий. Будет ли Татарстан принимать в нем участие? Ну, рассчитываем. В прошлый раз было 20 регионов, и коллеги из Татарстана нам помогали. Если они примут и в этот раз участие, ну, будем отрабатывать, будем только поддерживать такую инициативу. Ну, вот, а что касается сотрудничества, то есть ли какие-то примеры успешного сотрудничества нашего региона с другими субъектами Российской Федерации, вот именно в сфере рынка газомоторного топлива и его развития, естественно? Ну, отмечу вот по развитию, это вопрос как раз коммуникации, который мы отработали при проведении автопробега. 20 регионов нас поддержали, более 30 городов, через которые проходил автопробег, подключали свою технику, соответственно, наша колонна становилась больше, ну, пара десятков единиц техники точно параллельно к нам присоединялась. Шла рекламная хорошая медийная кампания. Мы-то планировали только вот, чтобы жители в Якутии увидели, что как это может быть выгодно использовать и экологично использовать технику на газе. Но потом в рамках, пусть сжатых, да, время у нас было ограничено, планирование этого мероприятия, пришли к тому, что почему не сделать это и шире, раз мы проходим через другие регионы. Соответственно, здесь получили поддержку, и, например, одна из таких важных резюмирующих точек, можно отметить, это обращение совместное 4 регионов. Якутия выступила инициатором, напомню, вместе с Кузбассом, с Красноярским краем, с Иркутской областью о создании такого хорошего газотранспортного коридора. Потому что один регион – это одна история, это один рынок, это определенное количество техники на газе. Когда включают сюда несколько, регионов, выстраивают понятную транспортную сеть, где можно заправиться, где будут сервисные центры, картина становится интереснее и федеральному центру, и инвесторам, соответственно, и жителям, потому что он понимает, что на своей машине может проехать уже там не 1000 километров, а несколько тысяч километров и доехать до мест, где может отдохнуть. То есть поэтому я вижу и в этом дальнейшее развитие сотрудничества. Максим Викторович, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы, и всего доброго. Спасибо вам и вашим зрителям. Это была программа «Актуальное интервью». Гостем студии был министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.